Национальная элита, существовавшая в дореволюционной Башкирии, состояла из представителей дворянских родов – Султановых, Кииковых, Куватовых, Умедбаевых и других. Они служили муфтиями, войсковыми старшинами, кантонными начальниками. Их среда в значительной степени формировала творческую интеллигенцию и выдвигала общественных и политических деятелей. Тому примером является род Мутиных. Кем они были и какой след оставили в истории Башкортостана? Мутины дали Башкортостану много славных имен, которые, к сожалению, сегодня известны лишь узкому кругу специалистов. Среди них были представители старой башкирской знати, отстаивавшие права своего народа, в том числе своим участием в башкирских восстаниях. Они служили офицерами башкиро-мещерятского войска, а в период революции и гражданской войны включились в башкирское национальное движение. Село Токталачук Актанышского района Республики Татарстан расположено на левом берегу Агидели, недалеко от ее устья. Это родовое гнездо рода Мутиных. Ләкин инде менә хәзер шушындый чорга кирдек, без барыбыз да тарих белән кызыксынабыз. Мутиннар алар бик данлыклы нәселләр булганнар. Башкорт ягында инде менә безнең нәселдән Илдархан Мутин дигән бик данлыклы кеше булган. Әле аның турында без хәзер генә ишетә беләбез, хәзер генә аңлый башладык. Без сезнең белән тагын бер данлыклы шәхес Мөхтәр Мутин дигән кеше исеме бирелгән урамда басып торабыз. Мухтар Мутин, в честь которого была названа эта улица, был актером и режиссером башкирского, а затем татарского драматического театров. К сожалению, имя Ильдархана Мутина в Токталачуке почти неизвестно, хотя именно он был продолжителем славных традиций семьи Мутиных. Токталачук авылы борын-борынгыдан Агидел ярына килеп урнаша, яшәү шуннан дәвам итеп китә. Агидел янында гына Уразай, Токталачук авыллары була. Уразай авылы Башкирия ягына Уразай авылы булып күченеп утыра. Токталачуклар 3 авылга бүленәләр. Берсе менә шушы Токталачук авылына Г-образный итеп урам ясап кире утыралар. Инде бер төркем халык Токталачук дигән авылны тәшкил итеп Башкирия Краснокама районы хәзерге көндә Агидел шәһәре булып тора. Шунда Токталачук булып күчеп утыралар, исеме шулай атала инде. Бер төркем халык Мәсәде дигән авылны тәшкил итә. Мәсәде авылын барлыкка китереп, шунда яшәп яталар бүгенге көндә. В прошлом территория по обе стороны Агидели относилась к вотчине башкир Гирейской волости. По древним преданиям она была дарована им самим Чингисханом. В средневековом сочинении «Дафтар и Чингизнаме» рассказывается, как в начале своей деятельности великий завоеватель собрал предводителей башкирских родов Табын, Кыпчак, Юрматы, Бурзян, Минг, Усерган и вручил им символы власти. Когда очередь дошла до вождя гирейцев, Чингисхан воскликнул: «Эй, Кириит-бей! Пусть твоим деревом будет липа, птицей гусь, боевым кличем арбуру, а тамгой очертание ока». С тех пор утекло много времени, однако о прошлом села Токталачук по-прежнему говорит его название. Слово «алачук» на тюркских языках обозначало шалаш, который возводили башкиры-скотоводы во время своих летних кочевок или выездов на Джайляу. Такта значит доска, следовательно, Токта-Алачук значит дощатая хижина или летний дом. Со временем летнее стойбище башкир-гирейцев превратилось в крупное село. Именно здесь жил патриарх рода Мутиных, старшина Гирейской волости Мута Янурусов. Его сын Тимир Мутин стал одной из значительных фигур тогдашней Башкирии. Тимир Мутин – сотник, а затем старшина Гирейской волости. В 1757 году участвовал в прусском походе отряда башкирского войска. В 1759 году представил императрице Елизавете Петровне прошение о защите прав башкирского народа. В 1742 году, когда проходили коронационные торжества в Москве по случаю воцарения Елизаветы Петровны,
Весной этого года от башкирского народа, мещерякского народа поехала большая делегация в Москву. Вот в составе этой делегации находился сотник Тимир Мутин. Они присутствовали при коронационных торжествах и получили от Елизаветы Петровны награды. Когда в 1756 году началась Семилетняя война, в Башкирии был сформирован кавалерийский полк. Его возглавил старшина Каратабынской волости Тархан Кидрас Мулакаев, а его помощником стал Тимир Мутин. Башкирские конники приняли участие в знаменитом сражении под Гросс-Егерсдорфом, в котором русские войска разгромили прусскую армию. Он участвовал в этом походе, героически сражался при Гросс-Егерсдорфе. И вот когда в 1759 году еще одна очередная же депутация башкирского мещерякского народа была направлена к Елизавете Петровне, уже в Петербург, он находился как старшина от Казанской дороги Горейской волости. И там, находясь в Петербурге, осенью 1759 года Тимур Мутин сотоварищи подали жалобу в Сенат по поводу того, что башкирские земли занимаются незаконно пришельцами, значит, не оформляются купчие, значит, документы. Те, кто захватывает земли, не платят соответствующих денег хозяевам земель. И что интересно, это прошение было рассмотрено Сенатом и было принято положительное решение. Добившись от правительства подтверждения незыблемости вотчинного права башкир, Тимир Мутин неожиданно умер, находясь в Петербурге. На вакантное место старшины Гирейской волости заступил Аднагул Тимиров, сын покойного. В 1771 году он в составе 3000-го башкирского корпуса участвовал в польском походе. Он принял участие в польском походе 1771-1773 годов. В декабре 1771 года вот он возглавлял партию башкир Казанской дороги в составе 7-го отряда. Он был направлен в Польшу, где в течение 1772-1773 годов они воевали с польскими повстанцами, затем вернулись в Башкирию. Что интересно, он потом принял участие в Пугачевском движении на стороне повстанцев, участвовал в осаде некоторых городов. В 1774 году Аднагул Тимиров с несколькими сотнями башкир-гирейцев принимал участие в осаде Елабуги войсками пугачевского полковника Караная Муратова. Осенью того же года он был взят в плен и содержался в качестве заложника Аманата в Казанском остроге. Тем не менее, он был прощен Екатериной II. Аднагул Тимиров, сын Мутин. Башкирский старшина Гирейской волости, участник польского похода 1771-73 годов. В 1798 году имел должность юртового старшины 11-го башкирского кантона. В дальнейшем мы видим представителей рода Мутиных на различных должностях башкирского войска, походных и юртовых старшин, указных мул и помощников кантонных начальников. Они служили офицерами на Оренбургской пограничной линии, участвовали в Хивинском и других походах русской армии. В XIX веке им было пожаловано потомственное дворянство, что не помешало им в 1917 году включиться в башкирское национально-освободительное движение. Самым выдающимся представителем рода Мутиных в 20 веке стал Ильдархан Ибрагимович Мутин. Он родился в 1888 году. В метрической книге Оренбургского Магометанского духовного собрания по Мензелинскому уезду Уфимской губернии было записано: новорожденный Ильдархан, отец мальчика Ибрахим Абдрашид Улы Мутин, башкир из селения Верхний Такталачук. Образование получил в Мензелинском городском училище. Согласно его анкете, составленной много лет спустя, в 1909 году он был призван в армию и служил пограничником в 12-й пограничной бригаде. С началом Первой мировой войны ушел на фронт, где числился чиновником военного времени. Был ранен и находился на излечении. С началом революции примкнул к движению башкирских автономистов. Ильдархан Мутин стоял у истоков в целом башкирского национального движения. Почему? Потому что он был одним из делегатов из Башкир Первого Всероссийского мусульманского съезда, который проходил в Москве с 1 по 10 мая 1917 года. Именно в ходе
вот этого мусульманского съезда и сложилось ядро, первоначальное ядро будущего башкирского национального движения. 20 июля 1917 года в Оренбурге состоялся первый всебашкирский Курултай, на котором был избран Башкирский областной совет «Шура». В его исполком наряду с другими вошли братья Ильдархан и Гариф Мутины, первый из которых подготовил главный доклад, касавшийся земельного вопроса. В своей программе Ильдархан выдвинул ряд довольно радикальных требований, которые станут одной из причин конфликта с большевиками. В частности, первый пункт резолюции. Все земли, находящиеся во владении башкир, составляют достояние всего башкирского народа. И в частную собственность отчуждены быть не могут. Вот очень интересный момент. Дальше вот второй пункт гласит: все земли несправедливо отошедшие и отобранные у башкир, как-то отрезанный запас при наделении припущенников, розданные в дар и свободно башкирских земель и так далее, должны быть возвращены башкирскому народу. Фактически Ильдархан Мутин выступал за сохранение вотчинного права башкирского народа. В нем говорил не столько дворянин-вотчинник, сколько башкирский патриот, протестовавший против резкого обнищания своих сородичей, против разрушения тысячелетнего уклада под напором капитализма. С резолюцией первого башкирского Курултая он вместе с Ахмедзаки Валиди отправился в Петербург, чтобы вручить ее председателю Временного правительства Керенскому. 25 октября 1917 года в Петербурге произошел большевистский переворот, давший толчок гражданской войне. Естественно, лидеры башкирского движения должны были определиться, с кем быть: поддержать большевиков или бывшие временные правительства. Вот они оказались вот перед такой альтернативной. И в этой связи появился известный фарман или приказ номер 1. В фармане номер 1 заявлялось: «Мы не большевики и не меньшевики, мы лишь башкиры». На какой стороне мы должны быть? Ни на какой. Мы на своей собственной стороне. Под документом стоят подписи председателя Шарифа Манатова, его помощника Ахмедзаки Валидова, заведующего военными делами Ильдархана Мутина, секретаря Шейхзады Бабича и других. Однако в условиях разгоравшейся гражданской войны нейтралитет сохранить не удалось, поскольку Ленинский декрет о земле фактически ликвидировал вотчинное право башкир. С другой стороны, большевики обвинили членов башкирского правительства в сотрудничестве с атаманом Дутовым. Почему? Потому что атаман Дутов захватил Оренбург 15 ноября 1917 года. И как раз в этот же день члены башкирского ШУРО объявили башкирскую территориальную автономию. И потом дальше писал, что, опираясь на штыки атамана Дутова и т.д. и т.п. Ну, штыки — это слишком громко сказано, но действительно этот вопрос башкирские лидеры согласовали с атаманом Дутовым, поскольку там все руководство Оренбургской губернии и города находилось в руках атамана Дутова. По наущению мусульманского военно-революционного комитета, возглавляемого татарским коммунистом Галишем Игуловым, председатель Оренбургского ревкома Самуил Цвилинг отдал приказ арестовать членов башкирского правительства, в том числе Ильдархана Мутина. Это был первый из 3 его арестов. Пока Цвилинг раздумывал, пустить ли пленников в расход, на Оренбург напал сводный казацко-башкирский отряд и освободил арестованных членов башкирского правительства. Цвилинг бежал из города, но был настигнут и убит казаками. Башкирские лидеры перебрались в занятый чехами Челябинск, где немедленно занялись формированием башкирского войска. Газета «Голос Башкира» восторженно писала в те дни: такие видные вожди башкирского движения, как Ахмедзаки Валидов, Ильдархан Мутин и другие, должны были все время скрываться и только со свержением советской власти возвращаются к прежней своей деятельности. А челябинская газета «Власть народу» давала следующую информацию.
Вершит дела всего Башкортостана очень небольшое, но крепко организованное правительство. Председатель-юрист Бигбов курирует земельный вопрос. Помощник председателя и глава военного ведомства Заки Валити. Михайлов – председатель лесного ведомства. Адвокат Султанов ведает делами правосудия. Продовольственными делами занимается Адигамов. Просвещением заведует Рамеев. Финансами – Мутин. Ильдархан Мутин замещал вот постоянно Ахмедзаки Валиди, который занимал тогда пост председателя Башкирского военного совета. Ну, Башкирский военный совет – это БВС, так называемый. Это тот орган, который занимался непосредственно военными вопросами. Приказ Башкирского военного совета, штаб башкирского войска, 31 августа 1918 года, Оренбург. Отъезжая сего числа в город Уфу на государственное совещание, свои обязанности по Башкирскому военному совету поручаю временно исполнять заведующему финансовым отделом правительства Башкирии Мутину. Подпись Валидов. Сохранились и собственные приказы Мутина, подписанные в качестве временно исполняющего обязанности. По всей видимости, выправка потомственного офицера, а также опыт военного чиновника делали Ильдархана Мутина незаменимым сотрудником войскового управления автономного Башкортостана. Сформированные Валидовым и Мутиным полки были сведены в башкирский корпус, состоявший из 2 дивизий. Башкирские войска отчаянно сражались против Красной армии под Екатеринбургом, Самарой, Стерлитамаком и Актюбинском. Однако переворот, совершенный адмиралом Колчаком, подвел черту под их союзом с белогвардейцами. Неприятие верховным правителем России права народов на самоопределение и самого принципа федеративного устройства оттолкнуло от него башкир, казаков, украинцев, туркестанцев и других. В итоге башкирское правительство переходит на сторону Советов и 20 марта 1919 года подписывает с Лениным и Сталиным соглашение о советской автономии Башкирии. Однако сразу же приступить к осуществлению автономии не было возможности, поскольку территория Южного Урала была оккупирована колчаковцами. Башкирское правительство эвакуируется в Саранск, а для восстановления органов своей власти на освобожденных от белых войск территориях был создан так называемый Совет уполномоченных, в который вошли Ильдархан Мутин и Фатих Тухватуллин. Фатих Тухватуллин – комиссар внутренних дел Башкирской АССР и председатель Башчика в 1919-20 годах. Расстрелян в 1937 году. Уроженец села Чубуклы Заинского района Республики Татарстан. И Ильдархан Мутин был членом вот этого совета уполномоченных. Они часто посещали Башкортостан, даже в ходе вот этой гражданской войны, даже до возвращения советского правительства, и улаживали вот все эти дела. Занимались вот этой организацией помощи башкирскому населению, занимались созданием мобилизации в ряды Красной армии башкир и многими другими проблемами. Он был вот и членом вот этого совета уполномоченных. Вместе с Мухаммедшой Бурангуловым Мутин организовал Токчуранский кантон Башкирской АССР. Параллельно участвовал в формировании красных башкирских полков из числа военнослужащих расформированного белого башкирского корпуса. Уже в июле 1919 года 4-полковая башкирская дивизия была отправлена под Харьков для отражения наступления генерала Деникина. По возвращении Башревкома из изгнания на родину, к зоне ответственности Ильдархана Мутина, помимо финансовых и военных вопросов, добавляется соцобеспечение. Москва. Предсовнаркому Ленину. Копия Сталину. Пусть вам будет известно, что семьи красноармейцев-башкир уже 9-й месяц ни копейки не получают. Просим отпустить на пайковое довольствие, восстановление разрушенных хозяйств и сожженных аулов. Пенсии инвалидам германской войны 280 миллионов рублей. Военный комиссар Башкирской Совреспублики Валидов. Комсоцобез Башкирии Мутин. Однако Центр не желал реального воплощения принципов национальной автономии. В январе 2020 года в результате тонко спровоцированного конфликта из Башревкома удаляется его председатель Харис Юмагулов за организацию мнимого контрреволюционного переворота. А в апреле вслед за ним в Москву отзывается и сам Валидов.
Ильдархан Мутин, будучи человеком смелым и прямолинейным, негодовал по поводу высылки из Башкирии признанных лидеров башкирского народа. Агент ВЧК Журбинский сообщал в Центр: когда по случаю годовщины наступления башкирских войск на Южном фронте в Стерлитамаке состоялся парад войск, контрреволюционные речи и Макова, и Шмурзина, Мутина и Алкина встречались дружным «Ура!». Содержание этих контрреволюционных речей раскрывает председатель Башчика Лобов. Здесь, по-видимому, не считается контрреволюцией выступление перед парадом войск такого содержания, что Ленин изменил башкирскому народу, что им автономии не дали никакой, что они одинаково будут бороться и с Колчаком, и с советской властью. На одном из заседаний парторганизации над Мутиным устраивают судилище, вменяя в вину организацию бело-башкирских полков, на что он прямо ответил: «Да, я организовывал полки против красных и был начальником управления башкирских войск». Затем некто Рыбалка сказал: «Кажется, Мутин в январе сего года на одном из митингов говорил в защиту воззвания Башвоенревкома, призывающего башкирские массы идти за Юмагуловым». Мутин опять не стал отпираться. «Да, я действительно говорил за воззвание Башвоенревкома. И сейчас разделяю этот взгляд». Наконец, 19 апреля 1920 года он выступил с заявлением, в котором обвинял присланных из Москвы сотрудников в саботаже, намекая на то, что местные кадры хорошо справляются с работой и без варягов. «Мы, башкиры, доказавшие советской власти преданность революции, можем и умеем защищать завоеванные пролетариатом права». После этих демаршей Мутин был исключен из партии. Основное начало вот этому острому противостоянию между Башревкомом и областным комитетом партии положил известный декрет майский 1920 года, от 19 мая 2020 года о государственном устройстве Башкирской автономной республики. Этим декретом были урезаны как политические, так и экономические права республики, я не стану там подробно анализировать. И члены Башревкома, в том числе Ильдархан Мутин, выразили острое недовольство вот этим декретом. Особенно тем, что этот декрет по существу распускал башкирские войска. В знак протеста башкирские лидеры, в том числе Ильдархан Мутин, уходят в Туркестан. Они занимают различные посты во вновь образованной Бухарской Народной Советской Республике, в армии и различных министерствах. Однако их неутомимый лидер Ахмед Заки Валиди уже вовсю занимался организацией повстанческого движения против марионеточного бухарского режима и стоявших за ним большевиков. Он установил связи с семиреченскими казаками и атаманом Дутовым, находившимся в Восточном Туркестане, а затем отправляет Ильдархана Мутина и Нуриакзама Тагирова к лидеру ферганских басмачей Шир-Мухаммеду. И тут внутри у них что-то надломилось. Они почему-то не захотели выполнить задание своего вождя. Останься они с ним, и дальше их, вероятно, ждала бы эмиграция, полное приключений и лишений жизни, но все же некоторая надежда на лучшее будущее. Однако они выбрали путь домой, не питая никаких надежд. Запас их энергии и оптимизма просто иссяк. По прибытии на родину Ильдархан Мутин был арестован, вторично в своей жизни. Однако после снятия с должности председателя Башцик Галиша Мигулова, чья откровенно башкирофобская политика вызвала восстание в юго-восточной Башкирии, к власти пришли бывшие валидовцы Муса Муртазин, Мулаян Халиков и другие. Они освобождают своего соратника из заточения и назначают на должность председателя Башцентра Союза, занимавшегося кооперацией. Спокойная жизнь длилась недолго. Через несколько лет Мутин по опробованной схеме отзывается в Москву для работы в Башторгпредстве, где его застает третий и последний арест по сфабрикованному уголовному делу. В 1929-33 годах в Уфе и в Зилаирском районе БССР вскрыта и ликвидирована контрреволюционная националистическая повстанческая организация с арестом 58 человек, которая возглавлялась валидовцами Адигамовым, Абдулой, Мутиным
Ильдарханом, Моразбулатовым, Сулейманом, Бигбаевым, Рашидом, Тляубердиным, Имаковым, Мулабаевым и другими. После ареста 1933 года, я не знаю, вряд ли он был освобожден, потому что вот этот промежуток времени – это какое-то темное пятно, с 1933-1937 год. Возможно, он так и не вышел из тюрьмы вот после ареста в 1933 году. Вот у меня нет сведений. Но факт, что он был арестован как валидовец, и в 1938 году его 2 даже февраля, есть дата, расстреляли. Таким образом, последние 4 года перед своей казнью в 1937 году Ильдархан Мутин провел в тюрьме. На его имя был наложен запрет, длившийся многие десятилетия. Лишь в 90-х годах прошлого века оно было выведено из мрака забвения. Bu Mutinlarning yaşagan yurtlari kollektivizatsiya vaqtida Raskulaşıvaniga ilakkandan so'ng endi yurtlari sutilib kirejiyla bir ülüşü şul kelish qala mında dittom balalar yurti o'rnashtirila. Mine sizning qarshig'izda endi tarixiy noratlar, ular ilikdan saqlanib qolgan norat ağaçlari Mutinlar naslining negizi yonunda basıp turabız sizning bilan. Hem endi mine şu qarşı yaqta ularning oila ziyarati bo'lgan. К сожалению, односельчане Мутиных почти ничего не знают ни о Тимире Мутине, шедшем впереди башкирского полка во время лихой кавалерийской атаки под Гросс-Егерсдорфом, ни об Аднагуле Тимирове, ходившем в польский поход, ни об Ильдархане Мутине, продолжателе славных традиций своей семьи. О них помнят лишь вековые сосны, стоящие на месте родовой усадьбы, а их тайну хранят эпитафии надгробий на старом башкирском кладбище. Ильдархан Мутин относится к числу незаслуженно забытых фигур эпохи гражданской войны и национально-государственного строительства на территории бывшей Российской империи. Он забыт на своей малой родине, что неудивительно, ведь Ильдархан – это в первую очередь историческая личность Башкортостана. Поэтому возвращение его имени в число выдающихся деятелей нашей республики требует сама справедливость.